Аврамов и его эпоха. Место Ежу когда-то стояло старинное коми-село Слобода. Именно в Слободе он родился 6 октября 1915 года. Родился он в семье священнослужителя. Его отец был псаломщиком Слободской Николаевской церкви. Он был 4-м ребенком в этой семье. То, что его все предки были церковнослужители, я считаю, что это тоже отпечаток какой-то дало на дальнейшую судьбу Ивана Ивановича, в том смысле, что он с детства, например, уже знал и Святое Писание, и песнопения те же самые церковные. Все равно от отца он слышал, а у отца был очень хороший голос. Не думаю, что впечатления моего детства могли пробудить во мне мечты о театре. Мать моя была неграмотная, любые представления она считала вздорной забавой, а если ей приходилось видеть артистов, то она отзывалась о них пренебрежительно, считая, что только люди, не способные к труду, могут браться за такое бесполезное дело. Отец относился к театру с большой любовью, да это понятно. В молодости, когда отец служил в солдатах, его определили в Кремль, в певческую команду, и он иногда участвовал в хоре Большого театра. Ему довелось повидать замечательных актеров, много раз слушать великолепный голос Шаляпина, наблюдать за его талантливой игрой. Может быть, рассказы отца и возбудили мое детское любопытство, не знаю. Знаю одно. Сознательно мечтать о театре я стал лишь 16-17-летним пареньком, когда по окончании начальной школы я был определен на учение в слесарную мастерскую. К сожалению, Ване, тогда еще Аврамову, рано пришлось выйти на свою самостоятельную дорогу, искать работу, потому что, понимаете, вот когда после революции начинается гонение на служителей церкви, вся семья попадает в списки лишенцев, лишенных избирательных прав, вот, и надо было как-то выживать. Он сначала здесь становится мастером у ремесленника, сапожника в Слободе, а потом вообще уходит в Сыктывкар, но благо город у нас недалеко от Слободы, да. Понятно, работая в Сыктывкаре, он не мог не видеть спектакли, которые показывали в то время труппа Виктора Савина, да, Кипятком инструктивно-передвижной театр. Первая роль, кстати, была роль Чужь Матвея в спектакле «В раю». И вот с этого началось у него, наверное, ну не скажу, что сразу любовь такая вспыхнула к театру, но, по крайней мере, желание работать в театре у него появилось. Добросовестно выучив роль, Аврамов, с трудом подавляя волнение, вышел на сцену. Зрители не сразу узнали в густо напудренном пожилом крестьянине 15-летнего слесаря. Овладев собой, исполнитель произнес первые слова роли и потрогал усы. Больше всего боялся, чтобы они не отклеились. Публика притихла. Стараясь говорить густым голосом, артист беседовал с ангелами и Саваофом. То и дело в зале вскрикивали и смеялись от удовольствия. А когда Сюзь Матвей заиграл на балалайке и сам вместе со всеми небожителями пустился в пляс, загремели аплодисменты. Спектакль понравился. На этом удачно начавшаяся карьера чуть не сорвалась. Как-то украдкой посмотреть на сына пришла мать. И надо же такому случиться. Набожная женщина увидела сына в роли черта. «Не признаю, пока снова не перекрещу», — решительно захлопнула она дверь перед носом Ивана. Вступился отец. Еле-еле уговорили они вдвоем хозяйку дома на компромиссное решение. Сын больше не будет изображать сатанинское отродье. Помнил наказ матери Иван Иванович или случайно, однако чертей в его репертуаре больше никогда не было. Когда его отправляют в командировку
по производственным делам в Москву. И он в Москве знакомится уже сам, воочию, с профессиональными театрами. Ну все, тогда уже окончательное решение вот такое созрело, только сцена. И вот в 1932 году, понимая здесь, в Коми области, что нужен профессиональный театр, вот, стали набирать для учебы в Ленинградском техникуме сценических искусств, позднее в Ленинградском театральном училище. И экзамен он этот выдержал очень хорошо, он понравился, ну как он не мог понравиться, совсем молодой, да, красивый юноша, читал неплохо. Он поступил в Ленинградское театральное училище, но он не поехал, потому что нельзя было сразу всех отправить и оголить театр. Но все-таки он понимал, что работа работой, да, учиться надо, что не хватает профессионализма, а там учатся, а он здесь. Вот. И опять судьба дала ему шанс. В 1933 году меня откомандировали в Москву на режиссерское отделение при Центральном театральном техникуме имени Крупской. Лично я до 15 лет совсем не говорил по-русски, поэтому учеба на первых порах давалась мне нелегко. Пребывание в стенах Московского театрального техникума, беседы и доклады, посещение театров, картин, галерей и музеев расширили мой кругозор, открыли много нового и увлекательного. Читать приходилось запоем, так как программа была большая, да и самому хотелось знать все больше и больше. Так великая русская культура оказывала громадное влияние на формирование нашего сознания и художественного вкуса. В марте 1934 года держал экзамен сразу на второй курс Коми-мастерской в Ленинградском театральном училище. Вспоминаю работу над образом Фердинанда в дипломном спектакле «Коварство и любовь». Я долго не мог почувствовать себя свободно в чужом для меня костюме. Стеснял парик, скованными были движения. В драматических сценах и монологах я буквально заливался слезами от теснивших мою душу чувств. Однако зрители оставались спокойными. В студии меня упорно прочили в герои-любовники, если употребить терминологию старых амплуа, и даже собирались поручить роль Ромео. Ленинградское театральное училище, заканчивая в 1936 году вот с той первой плеядой, с первым поколением наших актеров. В 1936 году они возвращаются. Молодым мастерам сценического искусства, коллективу Первого областного национального театра и их славным руководителям горячий большевистский привет. Такими лозунгами пестрили областные газеты в августе 1936 года. Рождение театра совпало с празднованием 15-летия национальной автономии. О первых выступлениях молодого коллектива критики отзывались неоднозначно. После слаженной труппы русского театра спектакли выпускников показались многим школьными. Но в игре молодых артистов отсутствовали штампы. Фердинанд, Звонцов, Гоша. Первые роли Ивана Аврамова – роли молодых людей, но таких различных. В начале второго сезона Аврамов играл роль Фурманова в инсценировке «Чапаев». Конечно, Иван Аврамов видел знаменитый фильм. Комиссар в исполнении Аврамова больше напоминал хорошего педагога, чем военного. По-армейски подтянутый, внимательный. Таким предстал Фурманов Аврамов. Александр Македонский тоже был великий полководец. А зачем же табуретки ломать? Ну и следующий этап, что его призывают в армию. Это 1939 год. Иван Иванович служил в это время на Дальнем Востоке, где часть сохранялась какая-то на случай нападения японцев, и поэтому и он немножко поучаствовал в японской войне. Вот, и был момент, когда он мог и участвовать в войне в Германии, потому что, по-моему, если я не ошибаюсь, по-моему, он служил писарем в штабе, и вот его начальника приказали отправиться на Сталинградский фронт, и он молодого Ваню Аврамова взял с собой. И они ехали где-то, не доезжая, вот посередине пути, в районе Хабаровска, он вдруг, командир сказал: знаешь что, живи.
написал приказ вернуться назад и отправил его назад. Да, живи, сынок. То есть, если бы, скорее всего, учитывая, что люди в Сталинградской битве, продолжительность жизни была несколько часов у людей, то, наверное, скорее всего, Иван Иванович не остался бы, не выжил бы в ней. Мало ли кто выжил там в той мясорубке. Но вот это вот его спасло, и, наверное, конокультура бы развивалась иначе. 6,5 лет службы на Дальнем Востоке, они как бы не отрезали, конечно, от театра, но все равно это же не 6 дней, 6,5 лет, да. Вот, тем более участие в войне с Японией, у него даже благодарность от главнокомандующего Сталина. И в 1945 году он возвращается обратно сюда, в театр. Понятно, что чувство тревоги в нем было. А как в театре? Но опять случай, опять счастливый случай. В театр пришел Мордвинов, знаменитый Мордвинов, да, режиссер. Он сидел у нас в наших лагерях, и он решил поставить Отелло. И вот Аврамов там играл роль Яга. Красивый мужчина, очень темпераментный, и очень хорошая фигура. И он играл такие роли, и самое мне запомнилось это в Отелло, это самое, Яга он играл. У этих актеров можно было учиться. Вот если он хохотал, так вы знаете, прямо отсюда шло. Он радовался тому, что натворил, не то, что одна злоба выходила, а вот радость сквозь улыбку, такой темперамент и красивый в это время он был. Я с ним сыграла 3 роли. Это в «Лебяжьем», на пару мы, как говорится, «Любовь лебединая», там и так далее, это про сельскую местность, так сказать. Потом «Годы странствий», очень большая пьеса о войне, и рецензия была, где обо мне написано, и об Аврамове написано, и вообще о спектакле. Коми республиканский драматический театр по Арбузову «Годы странствий». Какой это такой Шурка Ведерников? Роль Ведерникова исполняет народный артист Аврамов. Его Ведерников сразу перестает солдатиком, который не шутит, хмур и холоден. В первой картине по каким-то сверхъестественным соображениям аплодировали Ведерникову. Рецензент отмечает также актерских удач. Это Люся Ведерникова в исполнении Поповой, сыгранная с удивительной чистотой, непосредственностью, простенькая, худенькая Люся и так далее. Это уже обо мне. Эта рецензия была журнал «Театр», 1955 год. Ну вот еще была одна история, когда он рассказывал, что когда-то он играл Ленина. За это, кстати, ему дали звание. Все время сыграешь Ленина, все, народный артист, квартира все обеспечена. А он играл, кстати, не ради этого, не ради квартиры. Он искренне верил, что он делает благое дело. Что Ленин, конечно, замечательно, это у него просто сомнений вызывало. Какой-то спектакль, где они играли с Дзержинским, и вот в Котласе они должны были на гастролях его играть. И где-то сидели в ресторане, и какой-то мужичок начал буянить, они пытались его, по-моему, утихомирить, помочь официантам. И в результате, так сказать, получили синяк, а вечером играть Ленина и Дзержинского. И загримировать не получалось эти синяки. И вот они обыграли, как будто пострадавшие от контрреволюции. Вот примерно так вот как-то они выкрутились. Он актер был удивительной органики. Он настолько естественно играл. В то время приемы игры немножко преувеличенные были, немножко всегда плюсовали, как у нас говорят. То есть чрезмерно чуть-чуть подавали все, изображали. Удивление, так удивление, там страх, так, излишний страх изображали, излишняя любовь там, да, ах, миленькая, я люблю тебя там, да. А он очень органично это делал. У него вот современный органик, он как в жизни.
вот он возьмет другую роль, допустим, текст роли, и так говорит, как будто это он просто существует в жизни. И после этого, значит, у него пошли роли, ну и звание. Заслуженный артист Коми СССР, народный артист Коми СССР, заслуженный РСФСР и народный. И, наконец, в 1976 году он получил звание народный артист СССР. Годы работы в театре обогатили послужной список актера такими ролями, которым могли позавидовать любые мастера отечественной сцены. В поведении Мышкина-Аврамова в инсценировке романа Достоевского «Идиот» проявилось мягкое, но настойчивое желание постичь души людей, понять, что движет их поступками. Не переставая удивляться, всеобщий примиритель, князь Мышкин, смотрел на окружающих добрыми, светлыми глазами. До чего же удивительны люди, и почему они не могут жить по-доброму, без корысти, без зла и без обмана? У Мышкина-Аврамова были словно незаконченные, робкие жесты. Казалось, князь боялся неосторожным движением или словом обидеть человека. Всепрощающую доброту, наивное и упрямое стремление познать в людях только хорошее нес Аврамов в роли Мышкина. Нес бережно, хрупко, как хрупкую чашу с целебным напитком. Посмотри-ка, Ганя, каков талант, а? Смиренный игумен Пафнутий руку приложил. Да вы, батюшка, не просто каллиграф, вы артист, а, Гань? У него почти 200 ролей, если не больше, сыграно. И больше 70 это центральные роли, главные роли. Вот. А режиссер, вот все равно это, наверное, желание не только сыграть, но и поставить что-то самому, его видение, по крайней мере, да, оно было в нем, оно жило в нем. И стал он ставить спектакли, первые спектакли, еще 50-е годы, вот, потом он весь национальный наш репертуар практически поставил. Вот, а начиналось с Леканова, Василий Дмитриевич Леканов, это следующее поколение уже идет, да. Из него получился прекрасный учитель, кем он стал, ведь целую плеяду воспитал уже, будучи главным режиссером, вот, молодых актеров. Я вот считаю, после моих институтских преподавателей, конечно, Иван Иванович, это та школа, на которой я сейчас вот живу и работаю. Наша студия закончила в 1971 году ГИТИС, актерский факультет, и мы 16 человек с нашими дипломными спектаклями приехали сюда, в театр. Самое главное, вот что я вспоминаю об Иване Ивановиче, это его удивительная теплота, к которой он нам относился. Я не говорю, что он не был требовательный. Он был требовательный, но в нем была вот требовательность сочеталась с какой-то вот с внутренней теплотой и с доверием к нам. Ему было важно, чтобы мы раскрылись не в одном каком-то определенном качестве, а в разных. И он нас пробовал в разных ролях, в разных каких-то характерных, острохарактерных, кому как удавалось. И он следил за тем, чтобы мы росли. Самое яркое воспоминание – это поступление в институт в 1981 году, когда нас набирали на курс в Уфимский институт искусств, набирали коми-студию со знанием коми-языка. Вот. И я с первого раза, когда в июле первый набор был, первый этап, так скажем, набора, да, я не прошла. Не понравилась я комиссии, в том числе Ивану Ивановичу. И вот потом я поступила в культпросветучилище на хореографическое отделение. Я танцевала в то время хорошо. И читаю в газете, что объявляют второй набор. Набор, потому что не хватило им. Там места еще были, а поступающих было меньше. Поступивших. И я пошла. Я закрыла все. Думаю, была не была. Хочу. Очень, очень любила театр. И пошла. И уже со стихотворением на коми-языке я пришла. Правда, детское стихотворение было. Вот, я его прочитала уже смело, уже так думаю. Была не была. То есть, как игра ва-банк получается. И вот Иван Иванович, он, ну-ка скажи, олегчей. Я, олегчей. Ну-ка еще, шу, олегчей я, олегчей.
Ну хорошо, говорит, за 4 года научим. Настырная очень ты. Ладно, поступила. И вот он, получается, дал мне путевку в театр и дал мне путевку в жизнь, можно сказать, потому что я всю жизнь проработала в театре, и я еще ни разу не пожалела, что я пошла в актрисы. Я с таким удовольствием вспоминаю нашу с ним работу в спектакле «Самая счастливая». Я тогда только-только родила сына, и еще 2 месяцев мне было, он меня пригласил, говорит, слушай, давай, тебе все равно надо мужу помогать, он у тебя учится, давай выходи на работу, я тебе роль нашел хорошую, пьеса хорошая. Я прочитала эту пьесу в таком ужасе, говорю, Иван Иванович, вы что, разве я это смогу? Она же вон какая, она там и крутом железным дерется, и она такая, он посмотрел, он говорит, Галя, не морочь мне голову, иди, завтра выходи на работу. И вот так вот я вышла на работу. Для того, чтобы решить какие-то мои личные проблемы, репетиции начинались не с 11 часов, а для того, чтобы я могла сходить в молочную кухню, он назначал репетиции в 12 часов, и мы репетировали. И он как-то все время меня очень как-то так поддерживал и помогал. И в марте месяце 1975 года состоялась премьера этого спектакля. Этот спектакль у нас шел более 10 лет. Мы с ним объездили всю республику, выезжали на гастроли в другие города. И вы знаете, с этим спектаклем связаны для меня самые горькие воспоминания об Иване Ивановиче. Так случилось, что пригласили молодого режиссера. Ивана Ивановича сняли с поста главного. Он уже в то время был народным артистом СССР. Ну, всякое в жизни бывает. Не всякому руководству бывает угодно. У нас в жизни всякое разное бывает, конечно. Но то, как с ним поступили, когда мы пришли в один из дней, а в старом здании, на 2-м этаже, где наши были гримерки, в конце находился кабинет Ивана Ивановича, его вещи оттуда были выкинуты, его записки, пьесы, наброски пьес, которых он писал, воспоминания, они валялись в коридоре, все его личные вещи валялись в коридоре. Это было так было жутко. Иван Иванович Аврамов все же остался где-то, наверное, в 50-х годах. В те годы театр был очень популярен. В театр ходили, так сказать, были сплошные аншлаги в драматическом театре, знали всех артистов, жители Сыктывкара. Но в то время, надо иметь в виду, телевидения не было, было 1-2 кинотеатра в городе, и все. Никаких развлечений нет, поэтому театр очень, так сказать, такой был посещаемый. И еще, понимаете, очень многие жители Сыктывкара, это люди, недавно приехавшие из деревни. Иван Иванович, как сам человек деревенский, то есть спектакль принесли такой деревенский характер, там гармошки постоянно, задник разрисованный, вот. А вот уже в начале 80-х Иван Иванович был человеком очень консервативным, и он очень тяжело воспринимал все новые веяния, любые, как в политике, так и вот в театре. Он вот театр Таганки для него вообще была какая-то дикость, сумасшествие, что-то вообще. Он назвал какая-то поганка с Таганки, значит, там, вот. И он мне говорил, вот увидишь, задники еще вернутся. Мирхольд для него был враг народа. Он потому что искренне верил во все, что происходило, он искренне верил, что да, раз Мирхольд осужден, значит, он враг народа, и его театр таким быть не должен, театр должен быть другим, вот, и никаких, так сказать, там новых веяний, никаких авангардных вещей, ничего такого. Мы с ним иногда спорили. Я был, по молодости я был, конечно, задирист немножко, вот. И даже иногда доходило даже до ругани. Один раз, даже, говорить, дошло, это из-за, правда, коснулось не театра, а политики. Потому что он еще верил и в Сталина, и он был, я солдат партии, вот. И говорит, да, его оболгали. Я говорю, да, еще скажите, что Троцкого оболгали. Вот на этом у нас мы сцепились. Потом я понял, что я, наверное, зря вот все-таки до меня дошло, что не надо с Иваном Ивановичем вот так вот зацеплять его, потому что он останется в своем времени. Ну что вот сделать с человеком? Его не переделать, его уже не переубедить. И не нужно. Пусть остается, какой он есть. Потому что все равно был человек честный, добрый, он не был кровожадным. Их поколение приучали к тому, чтобы сомневаться нельзя было.
Вот они должны были вот во все верить полностью. Вот как есть, так и есть. И никаких, так сказать, что марксизм-ленинизм была религия. Это не научная теория, это религия. И я сейчас вот сталкиваюсь, Ленин даже скорее был Христос, Бог был Маркс, а Ленин Иисус Христос, понимаете. А Сталин это типа Святой Дух или там апостол, да, главный апостол какой-то, один из главных апостолов, вот примерно так, все заменили. И поэтому он, наверное, может быть, если бы Иван Иванович не был коммунистом, он, может быть, был очень православным человеком, скорее. Может быть, был бы священником, но был бы, по крайней мере, очень, очень был оцерквленным человеком. Потому что это человек, у которого потребность была в вере. Вот есть люди, у которых есть потребность в вере, есть, которые не очень, так сказать, там, нуждаются в какой-то вере. Иван Иванович, вот у него была потребность в вере, ему надо было во что-то обязательно верить. И он поэтому, да, он верил поэтому в идеи коммунизма, социализма, в Маркса, Ленина, в Сталина, вот во все, что, так сказать, все, что внушалось. И старался, и считал, что все, что он делает в театре, это вот во имя этих идей. Но на самом деле он работал во имя культуры. Сладкие сны, юные грезы весны, где шум лесом пенье птиц, где цвет полей, где серп луны, блеск зорниц, все унесло ты с собой, и солнце свет, и любовь, и покой, все, что дышало тобой лишь одной дни любви, сладкие сны, юные грезы весны, в сердце моем нет надежды следа, все прошло.